Графическая часть – это поэтажные либо секционные планы объекта. Студенты пожарно-спасательного колледжа на заслуженных каникулах, однако лекции продолжают читать в стенах учреждения. Сегодня тема по составлению плана эвакуации в соответствии с ГОСТом, а в качестве слушателей представители категории 50+. Что не знают, интересуются, так вместе мы ведем. У нас очень интересное обучение. Мне все нравится, я думаю, и им нравится тоже. Цель этого обучения – пройти профессиональную переподготовку по компетенции пожарная безопасность. Асхабу Гетагазову 53 года. Более 20 лет работает спасателем поисково-спасательного отряда «Карабулак». Считает, что такие курсы позволяют набраться новых знаний и улучшить навыки. Все новое появляется, и надо его изучать. Если не будешь знать, на выезде не сможешь работать. Нужно выезжать на ДТП. Чрезвычайные ситуации разные бывают. Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан проходит в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Занятия проводит Центр обучения WorldSkills на базе пожарно-спасательного колледжа. Курсы начались 19 июля в группе 22 человека. Категория людей, этих граждан, была непосредственно из числа действующих сотрудников. Действующих сотрудников, то есть имеется в виду спасатели, аварийно-спасательное формирование, пожарная часть, 8-я пожарная часть договорная, риском увольнения, так как у них нету изначально профессиональной подготовки, то есть они не прошли обучение, у них абсолютно нет образования именно по направлению своей деятельности, роду деятельности. Полученный диплом им позволит продолжить свою основную деятельность и работать в других организациях по той или иной профессии, связанной с пожарной безопасностью. Обучение начали с АЗОВ, разобрали причины возгорания, классы пожаров, как с этим бороться. Преподает главный эксперт компетенции, он же преподаватель пожарно-спасательного колледжа, который в сотне лучших учреждений России этой категории. После теоретической части им предстоит пройти практические занятия, к которым подключатся еще 2 преподавателя. Демонстрационный экзамен состоится 10 сентября. Он пройдет под наблюдением комиссии и работодателей в режиме онлайн. Содержание вот этой компетенции включает в себя противопожарный инструктаж и пожарную профилактику, а также пожарный биатлон, где работники будут на практике показывать, что они могут, именно уже в самой, там будет психологическая полоса препятствий, они будут одевать БОП и, как и положено, проходить, используя первичные средства пожаротушения, заходить в теплодымокамеру, оказывать сердечно-легочную реанимацию пострадавшему, вязка узлов, это все вместе, это, я думаю, очень зрелищно и четко будет. А обучать представителей категории 50+ одно удовольствие, заявляют преподаватели, схватывают все на лету. К роли студентов быстро привыкли и сами обучающиеся. Всего обучение в рамках проекта «Содействие занятости» проводят 3 федеральных оператора. В их числе также РАНХИКС и Томский государственный университет. Последний центр открыт в топливно-энергетическом колледже. Там курсы обучения прошли уже 87 человек. Планируют набрать еще 2 группы в составе 232 человек. За годы реализации такие мероприятия показали свою эффективность и востребованность. В рамках реализации федерального проекта проводится обучение отдельных категорий граждан в количестве 697 человек. Это лица, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости населения. В их числе безработные жители в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также безработные женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Потребность в получении дополнительного образования выявляет и повышенную напряженность на рынке труда в связи с эпидемией и негативными финансово-экономическими последствиями. В Ингушетии, как и по всей стране, наблюдается рост безработицы, ликвидация предприятий, сокращение штата работников. С начала года служба занятости региона трудоустроила около 300 тысяч человек. На 1 июля 2021 работодателями заявлено более 1400 вакансий, в связи с чем коэффициент напряженности на рынке труда составил
выделил 29 человек на одно вакантное рабочее место. Ежегодно в рамках федерального проекта содействия занятости по всей стране профессиональное обучение и дополнительное образование будут проходить не менее 115 тысяч человек. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.